сегодня на заседании принимают участие депутаты Якутской городской думы, структурные подразделения окружной администрации города Якутска, окружно-счетная палата города Якутска, представители средств массовой информации. В зале ведется прямая трансляция телеканала «Округ-2». Сегодня по повестке дня мы рассматриваем два вопроса о реализации национальных проектов Российской Федерации на территории Республики Саха-Якутия и второй вопрос о реализации национальных проектов Российской Федерации на территории городского округа города Якутска. Предлагаю проводить регламент депутатских слушаний доклады до 15 минут, выступления до 3 минут, вопросы до 1 минуты. У кого есть другие предложения? Прошу проголосовать. Кто против, воздержался, принято. Приступаем к докладу по вопросу о реализации национальных проектов Российской Федерации на территории Республики Саха-Якутия. Слово для доклада предоставляется члену Наталье Владимировне, руководителю департамента процессного и проектного управления администрации главы Республики Саха-Якутия и правительства Республики Саха-Якутия. Пожалуйста. Добрый день, уважаемый Андрей Иванович, уважаемые регионы, уважаемые депутаты, структурные подразделения окружной администрации города Якутска. Во-первых, достаточно волнительно вернуться в этот зал, значит, с эмоционально, для того, чтобы в том числе разрядить. Более того, администрация главы правительства Республики Саха-Якутия лично хочу поздравить всех присутствующих с прошедшим днем юриста, потому что вы, как никто, непосредственное участие принимаете в законотворчестве города Якутска. И позвольте перейти к докладу. Сразу предупрежу о том, что доклад, возможно, будет несколько рамочный и общий, но мы тут договорились с Алексеем Михайловичем, в том числе, что мы остановимся в целом на республиканских цифрах и ситуации в республике по реализации национальных проектов, региональных проектов, на реализацию национальных проектов, а также на механизмах, которые мы применяем, потому что хотелось бы обратить внимание на то, что все-таки очень большое внимание национальным проектам уделяется, и, наверное, есть ряд вопросов, которые говорят, почему, поскольку если здесь присутствуют экономисты или те люди, которые смотрят на финансовые составляющие региональных проектов национальных, то несложно увидеть, что это всего 10% от бюджета. Но при этом то внимание, которое уделяется сегодня этому направлению, достаточно грандиозное, поскольку, во-первых, это направлено на улучшение жизни населения на местах в целом, во-первых, а во-вторых, все-таки национальные проекты направлены на улучшение механизмов управления сегодня в государственном секторе в целом, для того, чтобы в последующем эти механизмы перешли в целом на операционную деятельность и ежедневную нашу работу и на ежедневную работу всех людей, которые связаны с реализацией национальных проектов и региональных случаев. Итак, начнем с того, что в соответствии с указом президента Российской Федерации номер 204 о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года определено 13 национальных проектов. Ну, в целом это 12 национальных проектов и комплексный план развития, комплексный план развития, который снят у нас различные объекты, которые у нас существуют, в частности, это аэропорты сегодня в Республике Саха-Якутия. В рамках реализации реализуются федеральные проекты, по каждому проекту определены цели и показатели со сроком достижения до 2024 года. Из 76 федеральных проектов республика участвует в 52 федеральных проектах на сегодняшний день. Из них по 46 у нас заключены соглашения о реализации. По остальным проектам у нас они будут заключены на период 2020 и последующие годы. Ну и по, например, региональному проекту «Промышленный экспорт» у нас уполномоченный федерального органа экспортной власти не планирует заключение соглашения с регионом в 2019 году. Возможно, оно будет заключено в 2020 году. Всего у нас сегодня подписано 34 денежных соглашений с федеральным органом экспортной власти о предоставлении субсидий и иных бюджетных трансферов на общую сумму 16,9 миллиардов рублей. Из них 2019 год это 13,5 миллиардов. По 12 из 34 соглашений есть также средства, которые у нас будут направлены на расходование и достижение показателей 20-24 годам. Всего у нас заключено 54 соглашения с органами местного самоуправления, то есть показатели текущего муниципального уровня.
о предоставлении субсидий и межбюджетных трансфертов в рамках реализации национальных проектов на общую сумму 2 миллиарда 946 миллионов рублей из 3,5, которые будут предусмотрены в целом соглашениями денежными, которые у нас заключены с Российской Федерацией. В целях реализации, координации реализации федеральных проектов у нас создана организационная структура. В эту организационную структуру у нас входит совет при главе по стратегическому развитию национальных проектов. Его председателем является Сергей Николаев, глава Республики Саха-Якутия. Также проектный офис Республики Саха-Якутия по стратегическому развитию и национальным проектам, который возглавляется председателем правительства Республики Саха-Якутия Владимиром Владимировичем Солодовым. Из названия понятно, что он рассматривает не только региональные проекты, которые направлены на реализацию национальных, но и иные стратегические проекты, потому что сегодня у нас ведется работа по спущению показателей, которые направлены на реализацию национальных проектов и синхронизация их со стратегией социально-экономического развития Республики Саха-Якутия. Поэтому есть ряд проектов, которые в том числе нацелены на реализацию этих показателей, и сейчас идет работа по синхронизации, в том числе данным проектным офисом. Далее это проектные комитеты по направлению на нас проекты, как правило, возглавляет у нас сегодня заместитель председателя правительства, и региональный проектный офис, координатор по всем направлениям, руководитель регионального проектного офиса является руководитель департамента процессного проекта в моем лице, ну и координаторы, это все сотрудники департамента, которые закреплены непосредственно за органами исполнительной власти, которые реализуют региональные проекты, составляющие нас проекты. Данная структура у нас закреплена нормативно-правовыми актами, коими является указ главы номер 544, который был принят в мае 2019 года о Совете при главе Республики Саха-Якутия по стратегическому развитию национальных проектов, там, где у нас содержится и структура, в том числе и действующие лица, которые его вводят. Указ главы организации проектной деятельности Республики Саха-Якутия, который принят в сентябре 2019 года номер 737, и распоряжение правительства номер 136 Украины офисе Республики по стратегическому развитию национальных проектов. Здесь бы хотелось обратить внимание с точки зрения механизма, кто знает о том, что в целом нормативно-правовое акт о именно исполнении правительства Российской Федерации проектной деятельности было принято в конце 2018 года, нами принято только в сентябре этот документ на территории республики. Сделано было это умышленно, потому что для начала сначала мы выстроили систему, которая у нас будет работать, а потом мы ее положили в систему нормативно-правовых актов. Потому что та система, которая была создана ранее, мы поняли, что есть проблемы, когда система не обкатана, когда система просто дублирует федеральные положения нормативно-правовых актов, то, к сожалению, не всегда она может так правильно быть запущена и внедрена, как это произошло у нас в этот раз. По мониторингу реализации наших проектов это отдельная серьезная тема, поскольку все-таки 52 проекта, а это тысячи показателей, которые там есть, тысячи мероприятий, о которых я сейчас скажу. Но здесь нужно сказать, что сегодня есть федеральная система, которая называется ГИСский электронный бюджет. На самом деле, тот, кто связан с процессом исполнения бюджетного законодательства, знает, что эта система, в принципе, федеральная, и она в ней давно уже работает Министерство финансов, регионов в целом по Российской Федерации. И в нашем фильме исключение он давно работал, но это новый модуль, который называется мониторинг реализации национальных проектов. Модуль очень серьезный и громоздкий, потому что он предполагает в том числе кассу и освоение, которое должно подтягиваться со сводной бюджетной росписью в автоматическом режиме. И на сегодняшний день у нас в систему все введено, это 46 региональных проектов по 46 федеральным проектам. У нас утверждены в системе сегодня все планы мероприятий с контрольными точками, синхронизированы с федеральными планами мероприятий по федеральным проектам. И в настоящее время мы сегодня ведем мониторинг согласно этих планов. По 44 региональным проектам у нас всего запланировано 52 контрольные точки, из которых у нас исполнено на сегодня 486, что составляет 97%, и не исполнено 16, что составляет 3%. Всего запланировано 1111 мероприятий, и исполнено из них 1049, это 94%, и не исполнено 62, что составляет 6%. Итак, у нас выполнение по 16 контрольным точкам по республике, это демография 5, международная кооперация экспорт 5, безопасные качественные автомобильные дороги 3, экология 2 и культура 1. Ну, в целом это на самом деле не так много, в любом случае эти мероприятия будут исполнены. Ну и мы со своей точки зрения, как департамент, безусловно, это анализирует в том числе причины, которые будут учтены в последующем периоде при планировании последующих
до 4 дня ежемесячно, каждого месяца мы до 4 числа мы предоставляем отчетность в федеральный центр и федеральный проектный офис по всем региональным проектам, которые у нас есть. В настоящее время, наконец, вот тот модуль, о котором я говорила, без электронный бюджет для информации, он предполагает формирование отчетности в автоматическом режиме. Поскольку модуль опыта эксплуатации и в настоящего времени он не работал, все знают тоже, кто имеет отношение к региональным проектам, нам приходилось это делать вручную. К сожалению, мы вручную отправляли все материалы, формировали, достаточно большой был объем документов. Сегодня вот этот, наверное, учебный период, этот учебный месяц будет первым, когда мы предоставляем отчетность в модуле. И у нас уже есть практика, поскольку я знаю, что участвует здесь контрольно-счетная палата, когда контрольно-счетные палаты региона входят в электронный бюджет, и могут в режиме реального времени тоже наблюдать за тем, что происходит, для того, чтобы не запрашивать информацию в ручном режиме и исключать человеческий фактор, естественно, как следствие. Также хотелось бы обратить внимание на информацию по исполнению бюджета. Сразу скажу о том, что информация, которая сейчас у меня есть, она на 5 ноября 2019 года, поскольку Министерство финансов сегодня регионально может предоставлять информацию ежемесячно, она только сегодня поступила, мы ее обрабатываем, поэтому проценты уже сейчас, конечно же, выше, намного выше, я думаю, но пока ту информацию, которую я буду вас говорить, она будет, к сожалению, месячной давности. Всего у нас есть сумма финансирования регионального проекта по состоянию на 5 число, как я сказала, составляла 20 миллиардов, 25 миллиардов, плюс деньги территориального фонда медицинского страхования. Из них федеральный бюджет составляет 13,1 миллиард, в том числе 4,9 миллиардов посредством фонда содействия реформированию ЖКХ. Госбюджет республики 3,3 миллиарда рублей, бюджет муниципального образования 0,6 миллиардов рублей и средства территориального фонда обеспечения страхования у нас 3,3 миллиарда рублей. Всего в госбюджете у нас на реализацию аспекта 19 предусмотрено 16,5 миллиардов рублей, из них 13,5 предусмотрено в рамках соглашения предоставления межбюджетных трансфертов, в том числе из федерального бюджета 13,1 миллиард, из госбюджета 0,3 миллиарда. Кроме того, дополнительно предусмотрено 2,9 миллиардов из бюджета дополнительно, из государственного бюджета дополнительно. И того у нас сегодня исполнено на 8,1 миллиард рублей из 17, что составляет 47%. Я думаю, что сейчас процент выше, но не буду обманывать, если честно, как только обработаем, если это потребуется, мы можем предоставить полную информацию после обработки сведений эфира. По состоянию на 20 ноября всего заключено 1654 контракта и договоров на сумму 16,8 миллиардов рублей. На стадии размещения заключили закупки на сумму 1,4 миллиарда рублей. 21 закупка на сумму 222 миллиона рублей отменена и процедура не состоялась. Это 15 проектов жилых, крупная городская среда. 15 закупок на сумму 220 миллионов рублей, большая часть из которых проектов переселения граждан. Ну и не размещено 77 закупок на сумму 433 миллиона рублей. Ради приличия нужно сказать, что это будет размещено. У нас на самом деле был ряд проблем в этом году по закупкам. Оно было связано с тем, что, к сожалению, очень большая нагрузка у нас к сожалению, большая нагрузка у нас сегодня на федеральную антимонопольную службу, территориального органа. И были замечены факты, когда, к сожалению, те жалобы, которые поступали на закупки, рассматривались больше срок, чем это предусмотрено нормами действующего законодательства. Мы среагировали еще в начале года, внесли этот вопрос на рассмотрение главного федерального инспектора. В ходе задачи у нас появилась рабочая группа с федеральной антимонопольной службой. Надо сказать, мы теперь действуем превентивно, мы теперь знаем, какие закупки до конца года у нас будут осуществляться, в связи с чем эта работа сегодня, благодаря нашим совместным усилиям, выстроена по реализации на региональной составляющей проекта. Что касается
между городом Якутском и Якутско-Сити, то у нас по ПСД полигона, также ТПО города Якутске, получено официальное заключение, там необходимо дополнение. И сегодня решается вопрос о том, кто будет тем лицом, которое будет сейчас работать с правильной сменой документации и показываются переговоры о передаче этого функционала, скажем так, в уже. Что касается инструментов, окончательная часть доклада, которую я бы хотела сказать, здесь мы понимали, что национальные проекты, в принципе, присущи федеральным центрам для того, чтобы сказать о том, что нужны новые механизмы реализации, и здесь не исполнять мы категорически не можем, потому что это персональная ответственность целого региона в целом. Персональная ответственность также распределена всем тем лицам, которые имеют отношение к реализации регионального проекта на всех уровнях власти. В связи с чем мы внедряли новые механизмы. У нас сегодня есть пилотный порядок с точки зрения правоприменения законотворчества, это очень интересно, потому что на примере национальных проектов, учитывая, что это некий инструмент для изменения подходов к управлению, у нас сегодня был вначале создан пилотный порядок по принятию нормативно-правовых актов. Мы пока его утвердили, чтобы не положить опять-таки в норму и не ошибиться поручением председателя правительства Республики Саха-Якутия. Этим порядком были значительно сокращены сроки согласования нормативно-правовых актов, которые непосредственно были связаны с реализацией региональных проектов. И был в начале года у нас создан план по тем нормативно-правовым актам, которые у нас связаны с реализацией национальных проектов, будут приниматься на территории разного уровня власти и разных уровней документов, как нормативных, так и ненормативных, хотелось бы отметить. И также была внесена процедура предварительного рассмотрения нормативно-правовых актов Департаментом по правовым вопросам республики, потому что у нас возникали ситуации, когда нормативно-правовой документ разрабатывался длительное время, естественно, да, потом согласовывался длительное время, когда доходил до последней стадии руководителя Департамента по правовым вопросам, оказывалось, что, например, выбрана была не та форма. В связи с чем очень большая работа и большие ресурсы, которые были использованы для данного мероприятия, к сожалению, были потрачены напрасно. И вот согласно этому порядку пилотному, 11 нормативно-правовых актов у нас было исключено на первичной стадии или заменена форма исполнения того или иного документа, что нам позволило сократить более 2,5 лет, если говорить об 11 документах, на каждый документ примерно тратится по 3 месяца только до согласования, согласно нормативно-правовому порядку, который сегодня действует, то примерно 2 и 5. Я пропустила слайды, да, это система, которая есть. Это 2,5 примерно года. Также у нас разработан модуль, хотелось бы сказать, что БИС, электронный бюджет, который у нас сегодня на федеральном уровне разработан и спущен из региона, он достаточно специфичен и он достаточно линейный. То есть все показатели, которые у нас вносятся в паспорта федеральных проектов, так или иначе спускаются на региональный уровень, а на региональном уровне у нас есть региональные составляющие. То есть ряд показателей, которые мы видим, что мы можем исполнить в большей мере или в большем объеме, мы, к сожалению, не смогли внести в электронный бюджет. Получилась странная немножко ситуация, когда у нас в федеральной системе одни цифры стоят, которые нам спущены в федеральный центр, а по факту мы работаем с несколько другими цифрами. Поэтому мы поняли, что нам нужен свой региональный продукт, он был создан, он разработан и внедрен в качестве модуля мониторинга достижений национальных центров и ситуационный центр при главе Республики Саха-Якутия. Причем модуль достаточно интересен. И я думаю, что в ближайшее время мы туда в том числе включим муниципалитеты. Модуль не только позволяет внести планы мероприятий, отслеживать планы мероприятий в логике project management, да, не только отслеживать контрольные точки, их достижения, установленные первичным планом сроки отражения проблемных моментов, но там в том числе предполагается внесение показателей и синхронизация этих показателей с социально-экономического развития, с государственными программами, с финансовыми показателями высших должностных лиц, которые немножко отличаются от тех показателей, которые у нас заключены в национальных проектах. Поэтому, как только мы модуль доработаем, вся информация по плану мероприятий, в том числе, кстати, нужно сказать, в том числе с участием сотрудников муниципального уровня, именно городского округа города Якутска была внесена, в том числе по безопасным качествам, много информации носилось, потому что муниципальные составляющие есть. Все эти мероприятия внесены, как только показатели мы туда внесем, мы будем подключать муниципалитеты и все люди, которые связаны с реализацией
Также хотелось бы сказать, что мы понимаем, что на муниципальном уровне очень большой объем работы производится, поэтому у нас проект региональный ведет муниципальные команды развития территорий. Мы пока пилотом в этом году взяли совместно с ШИМом и совместно с департаментом по вопросам местного самоуправления администрации главы правительства 15 районов. Мы выезжаем на место, работаем с командами с точки зрения командообразования, с точки зрения муниципальной составляющей, направленной на реализацию национальных проектов. И целых прокачки команд. Вот в этом году 15 таких команд. Вчера мы работали с Солданом, это 16-е. В следующем году эта работа будет продолжена. В случае, если городской прокурор также заявит это желание совместно поработать, то мы также готовы взять на себя совместно поработать в этом направлении. И также хотелось бы последнее, на чем остановиться с точки зрения механизма. Это у нас разработана модель компетенций. Некоторые коллеги не любят это слово впервые, но на самом деле модель компетенций человека, который задействует в проектном управлении и в проектной деятельности. Там у нас ряд компетенций, которые были обозначены путем проведения интервьюирования заместителей председателя правительства, председателя правительства, департамента по процессному проектному управлению. Компетенции были определены, отранжированы, и надо сказать, что достаточно большое количество в слайде это представлено. Сегодня и муниципального уровня, это там более 100 с лишним государственных гражданских служащих, которые по этой модели компетенций прошли тестирование. И теперь мы можем понимать, что у нас сегодня происходит с людьми, которые задействованы непосредственно у нас в реализации региональной составляющей. И понятно, что они получили обратную связь, получили индивидуальный план развития в связи с тем тестированием, которое ими пройдено. И в последующем у нас на постоянном режиме планируется оценка того, что происходит со зрелостью людей, которые у нас задействованы в проектной деятельности, и с их развитием. У меня практически все. Готово слушать. Спасибо большое, Наталья Владимировна, за подробный доклад. Уважаемые коллеги, приступаем к вопросам. У кого будет первый вопрос? Пожалуйста, депутат Романов Алексей Григорьевич. Добрый день, уважаемые коллеги. С большим уважением приветствую всех присутствующих. Наталья Владимировна, спасибо вам за такой объективный и качественный доклад. Хотел бы узнать, вы в своем докладе озвучили, что не размещено 433 закупки. Срок хотел уточнить. До конца года или это будет переноситься на следующий год? Да, на самом деле те закупки, которые у нас не размещены, то есть это не означает, что эти объекты должны были быть построены и оплачены в этом году. Это просто переходящие объекты, план у нас 19-20 года. Но мы понимаем, что закупки, и мы планировали эти закупки провести в этом году для того, чтобы в следующем не попасть в ту ситуацию, в которой мы оказались в порядке региональных проектов в этом году. И не заканчивать объекты и не оплачивать их до конца года. Потому что, к сожалению, 2019 год это пилотный год для нас, да, когда с региональными проектами работают не только проектные команды, но и менеджеры в нашем лице департамента. И мы видим, что, к сожалению, мы не всегда в настоящее время системно подходим к проведению аукционов. Вот это связано с тем, что эти аукционы, которые у нас будут, и работы по аукционам, которые проводятся в следующем году, вместе с тем мы их планировали провести год. Они будут, я надеюсь, проведены в надлежащий срок. Еще вопросы, уважаемые коллеги? Пожалуйста, депутат Яковлев Александр Петрович. Добрый день, уважаемые коллеги. Я внимательно выслушал доклад и ознакомился с данными по информации, которая предоставлена нам депутатам. У меня два вопроса. Первый вопрос такой общий характер. Мне кажется, Иван, что проект все-таки там средства предусматриваются, но не бюджетные, получаются федеральные поступления в основном и из республиканского бюджета. Насколько они оправданы? Почему сразу в бюджет не предусматриваются данные средства в виде субсидий, субвенций и так далее, а именно по национальному проекту? Это не доказывает
то, что наше государство, в общем, оно патерналистское, то есть дающая рука. Понимаете? Исходя из этого, еще такой вопрос. Национальный проект у нас в республике, да, средства там занимают 10-ю часть, да, бюджетных средств. От национальных бюджетов припадает городу Якутску тоже 10-я часть, по-моему, да, где-то я здесь внимательно посчитал, чуть более 2 миллиардов рублей, это 10-я часть. Ну, получается так, что 10-я часть от 10-й части. Это город Якутск, где живет треть населения всей республики. Это не маловато ли вам кажется, поскольку я понимаю, что по всей республике много проблем, но тем не менее такой вопрос. И отсюда тоже связанный такой вопрос, каким образом в проект попадают именно действительно нуждающиеся организации, предприятия, независимого фонда собственности. Не будет ли так, что действительно под проект попадут действительно нуждающиеся люди, организации от муниципального образования? Спасибо большое за вопрос. Вопрос абсолютно правильный. Я о чем хочу сказать, что вот если я правильно услышала первую часть вопроса, чем в принципе отличаются национальные проекты, да, почему от остальной деятельности, которую мы осуществляем. Потому что, по сути, национальные проекты направлены на реализацию функций органов власти, по сути, почему мы ее выделили, да, выделили на нее отдельные деньги. По сути, на самом деле, бюджетирование и средства, которые выделяются и расходуются, они, в принципе, осуществляются по тому же порядку, сказать, что там какой-то другой порядок, иной, нельзя сказать, но впервые национальные проекты, вот почему я сразу сказала, они направлены не только на повышение качества жизни населения на местах, да, они в том числе направлены на несколько иные механизмы управления, на то, чтобы люди, которые участвуют в реализации нас проектов, расходования бюджетных средств, исполнения задач функциональных, операционных, которые делаются, несколько по-иному посмотрели на свои задачи и функции. Впервые нам спущены показатели. Безусловно, вот программы когда показатели есть. Да? Но до такого уровня, когда, если вы откроете национальные проекты и региональную составляющую, это тысячи и тысячи показателей по каждому мероприятию. И на самом деле нас федеральный центр склоняет к тому, что, коллеги, нужно в том числе при реализации того или иного мероприятия, почему мы программный продукт это делаем свой региональный, потому что нужно спускать, во-первых, там на уровне ниже, распределять, синхронизировать показатели и понимать, какое мероприятие непосредственно влияет на тот или иной показатель. Потому что на сегодняшний день порядок формирования государственных программ, как мы это делаем, мы делаем всегда, он несколько идет от количества денег. А должен быть, наверное, мы потихоньку переходим к проектному методу, от потребностей, показателей и так далее и тому подобное, социально-экономического развития. Поэтому национальные проекты, там можно много комментировать, обсуждать, может быть даже критиковать, то, как показатели сегодня указаны, да? Но при этом впервые сегодня у нас содержится в нашей операционной деятельности, строится на четких и конкретных показателях. И каждое мероприятие, каждая копейка, по сути, привязана к конкретному показателю, которая направлена на реализацию национальных целей, спущена сверху. Что касается отличия от в целом проекта, тоже я это у вас услышала. Конечно, национальные проекты несколько отличаются от обычных проектов, хотя бы потому, что цели и задачи мы формируем для себя не сами, мы только можем формировать региональную составляющую, свою особенность, да, и вкладывать туда. Она нам все-таки спускается. Но в целом, там есть половинка как бы от реализации проекта, его логика и методика, а половинка как бы от форматирования нашего управления в целом сегодня, его, скажем так, трансформации некая. И по поводу готовности, то, что вы сказали, да, почему и как распределяется, на самом деле в этом году достаточно серьезные средства у нас направлены на создание объектов, которые у нас, создаются на территории городского округа города Якутск. У меня на самом деле вот, есть та информация, я буквально, если вы мне позволите 5 секунд, просто проговорю, что в 2019 году только в городе Якутске
наоборот, или точка роста на базе общеобразовательных организаций. 2 из них вот на территории города Якутска, Болгар, села Дуадина, на сумму более 3 миллионов рублей. По успеху каждого ребенка создан Центр развития современных компетенций детей на базе нашего главного вуза Северо-Восточного федерального университета имени Амосова. И здесь используется сумма чуть больше 8 миллионов рублей. По демографии у нас в 10 яслях приобретен комплексное освоение в цели жилищного строительства в многоквартирном доме и на сумму 94,5 миллионов рублей. Детский сад у нас на Халтурина 22,2, и также были израсходованы эти средства. По МКАДу вообще уникальная ситуация. Это у нас 1,4 миллиарда рублей было направлено на дороги города Якутска, и показатель 25,8 километров, чего никогда у нас не происходило. Также это здравоохранение оснащено достаточно большое количество поликлиник, по моей информации это 6, но в целом так рассуждать о поликлиниках сложно, потому что там приобреталось оборудование. Достаточно огромное количество оборудования, 15 единиц, будет доставлено в этом году, и сумма 129,3 миллиона тысяч рублей. Да? Барьеры также по чистой стране у нас были по экологии предусмотрены средства, и также они планировались направлению на город Якутск, но, к сожалению, проблема у нас в ПСД. Но в целом они были 4 свалки по республике, 1 свалка — это наш город Якутск. Поэтому если смотреть по объему, я уже не говорю про жилую комфортную городскую среду, это пространство и на территории города Якутска, небольшой объем по переселению граждан, улучшению условий. Поэтому говорить о том, что это только 10%, я бы не стала. Колоссальные деньги на простройку города Якутска в году. А вообще по муниципалитетам на самом деле речь еще идет и о готовности участвовать в реализации регионального проекта. Потому что без, например, без проектно-сметной документации с нами же никто не разговаривает. И тут речь идет о не то что справедливости, безусловно, она должна быть присутствовать, но и о готовности муниципального образования сегодня участвовать в реализации региональных проектов и участвовать качественно и исполнить с учетом той ответственности, которая у нас сегодня есть. Ну, спасибо. В своей компетенции вы ответили. Я, конечно же, не совсем удовлетворен. Но остаюсь на своем мнении. Спасибо. Еще вопросы, коллеги? Добрый день, уважаемые товарищи. Виталий Владимирович, у меня вопрос следующего характера. Вот, насколько я понимаю, успешная реализация национального проекта Российской Федерации образования, да, у нас вот на территории города Якутска в какой-то степени, наверное, связана с успешной реализацией распоряжения правительства России о переходе на односменный режим обучения до 2025 года. Ну вот, если так по нему разобраться, то до 2025 года мы в городе Якутске должны построить порядка, очень средне говорю, 30 общеобразовательных учреждений. И вот хотел, не совсем по теме, конечно, но в то же время учитывается ли при реализации национальных проектов реализация этого распоряжения правительства. Понятно, что достаточно серьезный амбициозный план 2025 года, но можем ли город Якутск рассчитывать на переход, вообще на реализацию этого распоряжения правительства? Какая-то информация есть? Нет, у нас вообще сегодня с общеобразовательными учреждениями, потому что у нас это очень большая проблема, потому что на самом деле средства у нас очень маленькие на строительство общеобразовательных учреждений и даже на национальном проекте. Безусловно, мы это понимали сразу, тогда, когда нам спускали соглашения, когда нам спускали финансовые средства, и мы понимали, что там с учетом нашей потребностей совсем речь идет о нескольких аспектах. Поэтому здесь, безусловно, и со стороны Министерства образования, и со стороны структурных подразделений города Якутска, город Якутск, проводится очень большая работа. И мы, безусловно, уходим на федеральный центр и обосновываем, что какая у нас необходимость, какая потребность, какие у нас сегодня исходные данные, что у нас происходит с переполняемостью классов. Проблема понятная, нам точно известная. Но пока так, вместе с тем, национальные проекты не исключают иные механизмы реализации тех показателей, которые нам поставлены, то есть различные иные источники финансирования. Поэтому с этой точки зрения точно знаю, что Министерство образования работает в направлении того, чтобы деньги у нас были предусмотрены и нацпроектов, и это не говорит о том, что мы должны работать по тем направлениям, которые мы работали ранее, и в том числе пытаться найти из федерального бюджета средства на наши образовательные
могу ничего говорить, но я точно знаю, что коллеги, которые компетентны в этом направлении, которые в сфере образования, я думаю, что они все прекрасно понимают, прилагают все усилия, но ситуация сложная и проблематичная, мы все это понимаем везде. И только как раз потому что национальный проект, на самом деле, это информация, мы тоже понимаем, да? Вот, и оно все обо всем не может быть. К сожалению, мы, конечно, понимаем, что тот объем средств, мы бы хотели больше объем средств и рассчитывали изначально на больший объем средств в рамках реализации нацпроекта. Я думаю, что Аян Ильич тоже сам прекрасно понимает ситуацию. На самом деле ситуация сложная в этом плане. Переход к 2025 году на односменный режим обучения. Но все равно задача есть, и ее никто не отменял, нам надо стремиться к этому. Еще вопрос, уважаемые коллеги? Да, пожалуйста. Наталья Владимировна, у меня вот, может быть, вопрос и предложение, да, вот, касаемо национального проекта «Жилье-городская среда». Ну, как мы знаем, у нас есть оригинальный проект, это два проекта, «Бились на жилье» и «Комфортная городская среда». Но здесь ситуация у нас очень сложная, вы, наверное, сами знаете. По индикаторам оценивается индекс качества городской среды. То есть в республике каждый год этот индекс должен увеличиваться, должно увеличиваться количество городов, которые благоприятные. Да? А на сегодняшний день, по итогам 2018 года, в республике ни одного города с благоприятностью, да, в том числе город Иркутск. Да? По оценке 2018 года по городу Иркутск у нас получился 147 баллов. Это из 180, то есть все знаем, что если мы набираем 180 баллов, то мы становимся городом с благоприятностью. Соответственно, показатели очень низкие. По республике город Нижний только там получает 45% у него, 162 балла. И в этом отношении у меня вопрос. Индекс качества оценивается у нас из 36 индикаторов, которые совершенно разносторонние. Это начиная от аварийного жилья, заканчивая там очередью в детские сады, дневка, освещение улиц. Поэтому тут на сегодняшний день финансирование от федеральных властей, от республиканских властей идет именно точно, да, в одном направлении. Это, например, общественное пространство, как-то дороги. Но в целом по индексу качества муниципальное образование по республике, да, не имеет возможности финансировать вот все направления, которые указаны в индикаторе по индексу качества. Поэтому у меня есть пожелание, чтобы по всем направлениям было какое-то финансирование в рамках реализации национальных проектов. Да, я понимаю, что это не совсем вопрос, но справедливости ради, на самом деле, эту методику мы получили только в этом году. И она, на самом деле, так мы еще не подходили к оценке комфортных условий на территории республики. Но она была примерно понятна. И тут и с методикой, я думаю, что Людмила Дмитриевна тоже понимает, что надо работать, потому что все города по одному ребенку, да, тоже очень сложно в Российской Федерации проводить. Потому что у нас есть своя специфика, и более того, безусловно, это показатель очень многих лет вложений в города и работы с рядом показателей, которые сегодня есть. И просто тут в том числе нам нужно задуматься. Более того, я думаю, кстати, с показателем, возможно, будет работать федеральный центр. Я более больше того скажу, вы же знаете, даже как профессионал в этой сфере, что еще и готовится оценка показателей по IQ городов. И сегодня мы в том числе общались с разработчиками, с федеральным центром IQ городов, спрашивали, насколько он будет синхронизирован с той методикой, которая есть. Но сейчас работа над этим ведется, и я думаю, что в том числе надо выходить с предложением и с тем, чтобы обратить внимание на то, что в наших условиях пока нереально соответственно, пока на сегодняшний день. Вместе с тем, может быть, это и плюс тоже. Когда мы сегодня оценим все, что у нас происходит, мы, наконец, провели анализ, какие города, в каком процентном соотношении смогут соответствовать этой методике, какие города чуть больше, каких меньше нужно вкладывать в отдельные сферы. То есть оценка впервые что такая комплексная и системная проводится. Поэтому, возможно, это в том числе неплохо. Да, мы получили результаты, которые получили, но есть чем работать и расставлять приоритеты. Дорогие коллеги, есть вопросы еще?
Светлана Владимировна. Приступаем к докладу по вопросу реализации национальных проектов Российской Федерации на территории городского округа города Якутск. Слово для доклада предоставляется Трофимову Максиму Макаровичу, исполняющему обязанности главы городского округа города Якутск. Пожалуйста. Уважаемый Андрей Николаевич, уважаемые депутаты городской думы, уважаемые участники, товарищи. В своем докладе мне после Натальи Владимировны достаточно сложно будет что-то разъяснить, но тем не менее вот, на некоторых моментах я хотел бы акцентировать ваше внимание. Да? Ну, первое, у нас, как уже было сказано, разработаны, вот у нас здесь Михайлович, 12 национальных проектов, Владимир сказал 13, да? Поэтому сейчас есть какой-то проект. Это комплексный план. Это комплексный план. 12 плюс 1. 12 комплексный план. Да, 12 национальных проектов. Из 12 национальных проектов в рамках тех компетенций, которые возложены в твой округ, мы участвуем в реализации 8 национальных проектов, точнее, можем принимать участие. Туда включается демография, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные дороги, цифровая экономика и культура. И на сегодняшний день, несмотря на то, что ряд нормативных документов принят, в том числе только в сентябре, город Якутск участвует в 5 национальных проектах. В реализации 5 национальных проектов это конкретно образование, жилье и городская среда, безопасные и качественные дороги, цифровая экономика и культура. Далее я хотел бы еще, чтобы содокладчики выступили, но прежде чем они выступят, я остановлюсь на некоторых цифрах. По национальному проекту образования общий объем финансирования 33,8 миллиона рублей, в том числе за счет федерального бюджета 6 и за счет республиканского 25, а за счет города Якутска 2,1 миллиона рублей. По поводу проектов, которые там реализованы, доложит Алексей Клементьевич. Национальный проект «Жилье и городская среда» по региональному проекту, который называется «Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда на территории Республики Саха-Якутия», предусмотрено 731 миллион рублей, в том числе из фонда ЖКХ 487 миллионов рублей, 145 миллионов рублей из государственного бюджета и 100 миллионов из бюджета городского округа города Якутск. По этапу 2019 года планируется переселение 1486 человек из 46 домов или 513 жилых помещений общей площадью 15 331 квадратный метр. Далее, проект «Безопасные и качественные дороги». Ну, мы с вами его разбирали неоднократно, поэтому только общие цифры озвучу, что в 2019 году общий объем финансирования составил 1 миллиард 342 миллиона рублей, в том числе за счет федерального бюджета 496 миллионов, ну и, соответственно, дальше вы знаете, 500 миллионов государственный бюджет и городской округ город Якутск 346, но это связано с теми уточнениями, которые мы с вами сделали и немного снизили долю финансирования города Якутска. Национальный проект «Цифровая экономика». Здесь в результате конкурсного отбора у нас прошло 2 проекта. Это Саха-политехнический лицей и дворец детского творчества. Национальный проект «Культура» тоже в результате конкурсного отбора у нас оснащены детская школа искусств номер 1 музыкальными инструментами и детская школа искусств номер 2. На сегодняшний день в администрации реализация национальных проектов построена следующим образом. Ну, центр компетенции у нас это департамент экономики. Вы знаете, мы из-за структуры окружной администрации исключили его проектное управление, но все-таки практика 2019 года показывает, что, скорее всего, нам необходимо вернуть этот орган управления, потому что национальными проектами все-таки надо заниматься системно, а не от случая к случаю. И в ГРБС, как показала практика, на себе не вытянут. Реализацию всех национальных проектов безусловно, нужна будет координация. Поэтому, скорее всего, на одной из сессий ближайших мы будем вносить такие предложения, в том числе на рассмотрение городской думы. По мониторингу здесь было сказано, что есть ЕГИС, электронный бюджет, и, что очень отрадно, формируется информационный модуль, который в последующем включит муниципалитеты. Но по линии реализации национальных проектов, допустим, по безопасным качественным автодорогам, там есть конкретно тоже программа продукт, который вносятся данные и по финансированию, по приемке выполненных работ, по протяженности и по всем показателям.
конечно же, мы хотим участвовать в этом процессе. Также хотел бы акцентировать внимание на следующем. Как вот тот вопрос, который задавал депутат Яковлев, свое видение тоже выскажу. На самом деле, действительно, как Наталья Владимировна сказала, это первый опыт, когда деньги даются не просто для того, чтобы освоили их там 100%, а для того, чтобы получить некий результат. И этот результат – это видение федерального центра, как они видят. Собственно, поэтому нас оценили как некомфортный город. Единственный город, который у нас попадает, это город Неринги, но он самый молодой и проектировался как город, да? А мы знаем, сколько лет нашему городу, и когда Казак Бекетов пришел, конечно, он генплан не делал, он просто поставил строк и все. И, собственно, с этого все и началось. Да, поэтому получается, что вот на примере одного из показателей я вам расскажу. Семен Афанасьевич говорил про комфортную городскую среду и 36 индикативных показателей. Но сам показатель я не помню, я помню механизм оценки, который заложен в суть этого показателя. То есть по комфортной среде, если мы вкладываем деньги, то мы должны получить некое общественное пространство, которое будет привлекательно для граждан, люди будут туда приходить и проводить время. И вот этот момент оценивается следующим образом. Из общедоступных источников, таких как Google карты и социальных сетей, собираются фотографии, где люди селфятся на фоне памятников, на фоне общественных пространств, и по количеству фотографий оценивается, насколько привлекательно. То есть, если раньше можно было построить площадь, озеленить что-то, да, но если люди туда не ходят, никому и дела не было. Но деньги освоены. Муниципальные, государственные, любые деньги. А в данном случае, если построили общественное пространство, люди должны пользоваться. И это оценивается. И оценивается не только нами, исполнительным органом, законодательным. Это оценивается на уровне Российской Федерации, и оценка на губернатора замыкается. И это только один пример по одному показателю. Как Наталья Владимировна сказала, таких показателей тысячи. И механизмы их оценки очень, иногда бывают неожиданные. И для того, чтобы понять, насколько нам эффективно наши средства использованы, нам нужно консолидировать усилия не только окружной администрации отдела, допустим, управления архитектуры всех структур, кроме того, всех исполнительных органов законодательного, вообще всего населения. То есть, если мы хотим, чтобы по этому показателю нас оценили хорошо. Кроме того, сама оценка, индекс качества, Семен Афанасьевич беспокоится, что наш город некомфортный. На самом деле мы его любим, ничего страшного, что нас таким образом оценили. Это просто показывает мнение каких-то органов, структур федерального центра. Как в мультфильме, помните, Козленок, который всех посчитал. Да? То есть нас посчитали таким образом. Надо с этими показателями работать. Во-первых, надо понять, которые из них для нас приемлемы, которые по некоторым мы можем, наверное, внести корректировки, и, соответственно, выполнять. Либо действительно задуматься, может, мы действительно не в комфортных условиях живем, несмотря на всю нашу любовь к городу и так далее. И в этом плане проектное управление, национальный проект, идея, которая заложена, она в первую очередь направлена на консолидацию усилий всех структур, не только исполнительной законодательной власти. Вот консолидация усилий даст еще другие плоды. Появятся эти дополнительные источники. Опять же, на примере я скажу. Организации, меценаты, просто богатые люди ставят памятники различные. Они обращаются, допустим, в окружную администрацию, выделите земельный участок. Не всегда возможно это выделить. Они, обижаются, уходят и ставят памятники там, где у них есть возможность. Памятник Ботуру поставить, памятник Быку поставить, памятник видному политическому деятелю, памятник человеку, который рубит сук, на котором сидит. А потом эти памятники кому нужны? Они тешат свое, самолюбие. Люди туда не приходят, не селфятся, никаким образом это не селфится. А если бы они в рамках национального проекта той же комфортной городской среды, мы им предоставим место, и они там установят что-то, туда вложат деньги, эффект будет от этого многократный и гораздо лучше. Поэтому такие информации. Спасибо за внимание. Спасибо, Максим Михайлович. У нас, конечно, немножко
безопасных, качественных автомобильных дорог. Ну, как мы все знаем, как бурно обсуждалось у нас именно это мероприятие, да, на предпоследних сессии, на комиссии по бюджетной политике. Я бы хотела сегодня услышать все-таки по тем деньгам, которые были сняты с этой программы и перенаправлены на заработную плату, да, работникам дошкольных образовательных учреждений. На сегодня вообще-то есть все-таки уверенность, что мы эти деньги получим по рынку? Да, мы уже однозначно получим 87 миллионов. Сейчас соответствующие решения Минфина республики принимаются. Новый проект решения уже принято. Все 146 миллионов нам нужно. 87 миллионов в этом году и остаток в следующем году. Да, в следующем году это будет дополнительная тема денег, которая предусмотрена в части софинансирования республиканского бюджета. Спасибо. Но я напомню, что на сегодняшний день у нас остаток, уже с учетом того, что мы сняли, да, у нас 346, остаток у нас 107. 107 миллионов мы еще до конца года должны заплатить. Хорошо. Второй вопрос у меня по программе «Национальный проект «Жилье» и городская среда». Да? Вы сказали, что планируется, да, в справке сказано, что планируется в 2019 году переселение где-то порядка 1500 человек, да, из 46 домов. На сегодняшний день сколько конкретно? Цель достигнута, не достигнута, сколько переселено? Вот это я бы попросил своего коллегу помочь мне ответить. Какого коллегу? Готовы ответить, да, вопрос? Да, готовы. На сегодняшний день у нас только собственники, которые изъявили желание получить денежные средства, 38 собственников получили. Получается, у нас... А вы сядьте поближе, там, включите микрофон, у нас курс. На сегодняшний день у нас только реализовали свои права 38 собственников жилых помещений, которые изъявили получить способ не жилое помещение, а денежные средства. Вообще из программы 49 человек изъявили желание, документы сдали у нас 38, и на сумму 91 миллион 829 тысяч они получили денежные средства. А остальные, получается, у нас жилые помещения, они еще не сданы, либо аукционы не проходят, аукционы проводит дирекция жилищного строительства республики. Но тем не менее, мы этот показатель достигнем. Нет, на самом деле мы показатель не достигнем, и реализация идет до 31 декабря 2020 года. Да, это переходящее, да, это республиканская адресная программа, они закреплено, что и так, получается, с 2019 года реализуется со сроком 31 декабря 2020 года. А целевой показатель там квадратных метров или что-то? Нет, есть показатели в людях, в домах и квадратных метрах. Да. До конца 2020 года вы достигнете, да? Да, до конца 2020 года, да, потому что в аукционах, которые приобретены сейчас, застройщиков, там срок сдачи в эксплуатацию стоит 31 декабря 2020 года. До конца 2025 года вы должны будете переселить 5267 человек, это правильно? Я взял данные именно с республиканской адресной программы. Там уточнение все равно будет носиться, но наши данные 5486 граждан. А всего по программе 68 387 граждан будет. 165 домов, да? 167 домов. Да, у нас меньше, чем 10% получается общего. Квадратных метров это более 60 тысяч. Да, в квадратных метрах у нас получается 68 тысяч, где-то 387 квадратных метров, а по республике больше миллиона. Это еще меньше 10%. Цифра, да? Это вот говорит о том, что структура, которая занималась координацией, своевременным изменением, мониторингом, потому что нужно... Ну да, есть 3000 там назначений, поэтому привести бы соответствие было бы хорошо. Последний вопрос. Мы встречались с фракцией, потом встречались с
цифровая экономика и культура. Здесь 7 проектов. Да. Вы говорите о Восьмой вопросе, тур. то есть вот там забыли или... Да, я там 6. Возможно, может, я предположу, что это как раз таки 13-й, который мы называем национальным проектом Никудовца, это комплексное развитие инфраструктуры, куда входит в том числе реконструкция аэропорта. Возможно, имелась в виду реконструкция аэропорта. Нет, ну, на самом деле, много национальных проектов, в том числе производительность труда, поддержка занятости, наука, там, в принципе, город тоже может участвовать, не обязательно, Конечно. не обязательно 8, да? Да. Нас же никто не ограничивает. В Венере, конечно, было бы участвовать во всех 12, это было бы вообще отлично. Эти национальные проекты хорошие, никто не ограничивает нас участвовать. Все зависит только от команды, которая будет реализовывать. Такие вам массу спросим, да? Депутат Новгородов Матвей Сафронович просто. Я добрый Николаевич, коллеги. У меня два вопроса. Первый вопрос к Наталье Владимировне, второй к Максиму Михайловичу. Наталья Владимировна, у меня такой вопрос. Вы в своем докладе упомянули, что на региональном уровне созданы команды для совместной работы и координации национальных проектов на муниципальном уровне. И по результатам реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году на территории города Якутска мы заметили, ясно видим, что есть очень большая проблема с проектными организациями. Мягко говоря, проектные организации не справляются условно с такими объемами. И на региональном уровне созданы ли команды, которые занимаются и координируют, или же там выходят на другие проектные организации других областей, которые более компетентные, более оснащены материально-технически и тому подобное. Да? И если нет, то планируется ли в будущем какая-то работа по устранению данной проблемы? Спасибо за вопрос, я сейчас отвечу. На самом деле и с проектными организациями мы тоже работаем, и с экспертизой мы работаем. Да? Но здесь что, на что нужно обратить внимание? Моя структура, она все-таки обеспечивает механизмами, анализирует, мониторит. Мы являемся таким центром, который разрабатывает методику. Вместе с тем, понятно, что наша активность не запрещает нам в том числе общаться и с теми структурами, о которых вы говорите. И здесь очень важно в том числе, чтобы руководители проектов разного уровня и координатор, заместитель председателя правительства, и руководитель проекта, и руководитель направления на территории города вовремя сигнализировал и носил предложение о том, что нужно сделать. Потому что с точки зрения поддержки, тут коллеги мне дадут соврать, когда нужно прогрессировать деньги или когда нужно нормативно-правовой акт какой-то принять или локальный акт, мы тут свой административный ресурс берем всех уровней и помогаем. Поэтому здесь вот то, что Максим Макарович говорит о координации, да, системном анализе ситуации, которая у нас есть, то это очень важно, потому что ладно, проектные организации, тут же вопрос по-другому, как только мы, валим, извиняюсь, что я применяю это слово, контрольную точку начальную в виде, допустим, технического задания, ПСД, потом у нас идет аукцион и так далее и тому подобное, вот здесь начинаются проблемы. И говорить о том, что у нас там только проектные организации, там где-то нас подводят, просто не совсем системно мы действуем. Просто если мы первую контрольную точку сместили, то потом просто мы, конечно, героически облачаемся в костюмы супергероев и решаем проблемы. Но на самом деле нужно смотреть вглубь системность работы с проектами, за которые мы отвечаем. Вот. Я дополню, абсолютно согласен с тем, что Наталья Владимировна сказала. Вообще я не вижу, что есть проблема с проектными организациями в мире. Ее нет, ее не существует. Есть просто разные проектные организации. И это один момент. То есть никто не скажет, что в России нет хороших организаций,
Особенно нет документации, то, что касается различных подземных линейных объектов. Газопроводов, трубопроводов, кабелей, лотков и так далее. И, конечно же, фактор уже другой, когда непосредственно проектант исполняет, во-первых, ему времени дается мало, да, потому что у нас все быстро-быстро мы хотим спроектировать и сделать в течение года. В условиях Шипутска это невозможно. Надо проектировать за год. А делать в следующем году. Ну, с нас все требуют. Население забивает социальные сети, забивает депутатов. Депутаты ставят вопрос, что надо вот эту дорогу включить, вот это надо сделать, и надо сделать сейчас. Мы просто должны понять, что проектное управление так не делается. И надо делать систему, что мы так будем говорить, и в долгосрочной перспективе. И, конечно же, вот, исходные данные консолидировать нужно. Администрация не обладает этими сведениями, все, которые нужны. А здесь нужны данные и государственных, ну и пошло поехало, можно много сделать. Даже просто есть данные, которые отсутствуют. Допустим, назвообладоченности территории, о наличии тарифов под дорогой, которые появляются в ходе работы. Ни один проектант не может сказать, сколько под этой дорогой тарифов. Спасибо, Николаевич. Насчет того, что каждый депутат подходит и требует ремонтировать какую-то дорогу здесь и сейчас я такого не слышал, к сожалению, может быть, да? И, кстати, вот вопрос, который я хотел к вам задать, это касательно казалось именно проектных, технических заданий. Мы прекрасно видели, на самом деле я очень много ходил по этим, по дорогам, которые реализовывались по национальным проектам, и было заметно то, что материально-техническая база некоторых подрядных организаций практически не соответствует. Сейчас мы просто все равно выигрывают люди с блокнотой, условно, да? Условно. И вот вопрос, который у меня к вам. Администрация города Якутска каким-то образом может, условно, в тех заданиях прописать, какие материально-технические базы должен обладать подрядная организация. Насколько, как я знаю, вот в этом году такого не было. Из-за этого, условно, компания «Полис», которая выиграла на региональном уровне очень большой объем работы и очень большой объем работы в городе Якутске, наши работы затянулись буквально до конца октября. Мы ложили асфальт, там, будет знаки, разметки на снеге и на лужу условно. Вот вопрос вот в этом заключается. Вы сами говорите, что мы можем там, взять условно с какого-то пример другого города и прописать вот все эти данные. Вот в этом году, в следующем году вы сможете? Это на самом деле, установить очень много будет. Хорошо, давайте я отвечу. Значит, мы можем прописать все, что не запрещено законом. Вот все. Можно я дополню? Да, пожалуйста. Николаевич. Только к микрофону подойдите, пожалуйста, иногда плохо слышно. Да, добрый день, уважаемые участники совещания. Значит, касаемо проблемы того, что с блокнотами и ручками заходят участники подрядных организаций, значит, по строительно-монтажным работам дорожным, таких у нас не было ни одного. Все существующие компании, они имеют материально-техническую базу, которая полностью соответствует всем требованиям. Мы перед проведением строительно-монтажных работ этого сезона проехали каждое из предприятий, посмотрели всю технику, всю материально-техническую базу, включая наличие инертных материалов, битума и прочего. Как это регулируется? Ну, есть несколько вариантов, которые есть и обозначены в федеральном законе 44-м. Укрупнение лотов, значит, объявление тех или иных возможностей, которые предусмотрены законом. Здесь я солидарен с Максимом Макаровичем, будем делать ровно то, что разрешено. Контролировать и принимать участие в проекте, мы сейчас с изменением 44-го федерального закона можно в течение первой недели уже расторгать контракт с теми, кого мы посчитаем только с одной папкой и ручкой. В этом году я считаю, что работали только те компании, которые имеют реальную материально-техническую базу, свою причем. Спасибо. Ясно. Еще вопрос? Предложение можно? Да, пожалуйста. Максим Макарович не будет вопросов больше, да? Максим Макарович, спасибо за доклад. Есть вопросы? Только предложение есть. Хорошо.
выступление Максима Макаровича. И Наталья Владимировна, да, правильно сказала о том, что нужно консолидированно двигаться в этом направлении, поскольку и исходная документация, да, как озвучила, она вообще в чем видение? Еще пока неизвестно, да, Максим Макарович? Наверное, можно работу проделать совместно с ресурсоснабжающими предприятиями Якутскэнерго, Водоканал, Сахатранснефтегаз, чтобы как раз учитывать все вот эти нюансы в проектной документации на следующий год. Понимаю, что в этом году мы как бы у нас такой пилотная работа была, но к следующему году мы можем подготовиться более тщательно. Спасибо. Спасибо. Слово для доклада предоставляется Семенову Алексею Климентьевичу, начальнику управления образования управления администрации города Якутска. Добрый день, Андрей Николаевич, уважаемые депутаты, коллеги. Национальный проект образования в городе, в Малой Республике Саха-Якутия, Северо-Сергеевич Николаевна, утверждены паспорта региональных проектов протоколом 12 от 12 декабря 2018 года. 10 направлений: это современная школа, успех каждого ребенка, поддержка семей, имеющих детей, цифровая образовательная среда, учитель будущего, молодые профессионалы, новые возможности для каждого, социальная активность, экспорт образования, социальные лифты. И в городе Якутске в 2019 году начата реализация двух проектов: это современная школа и цифровая образовательная среда. Проект «Современная школа», координатором является мой заместитель Тамара Николаевна. Проект направлен на обновление материально-технической базы школ для реализации основных и дополнительных образовательных программ цифрового, естественно, научного и гуманитарного профиля в школах, расположенных в сельских территориях. Таковых школ в городе Якутск у нас 5. Это Хатасская школа, Табардинская, 12-я школа, Маган и Тулагин. В рамках проекта открыты 2 центра гуманитарного цифрового образования, точки роста в 2 школах. Это Табардинская школа на 345 обучающихся и Тулагинская школа, где учатся 589 детей. Получено на каждую школу оборудование на 1 800 000. Из муниципального бюджета выделены средства на оснащение центра точки роста в размере 858 500 рублей, это по 429 250 рублей на 1 центр. На ремонтные работы, ремонт полов, потолка, стен, электромонтажные работы, помещения центров. Стоимость ремонтных работ у нас по Табардинской школе составляет 1183 191 рубль и по Тулагинской школе 883 476 тысяч рублей. Проект цифровая образовательная среда направлен на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях. И тут хочу сказать, что нынче у нас задействовано 11 школ, это 2-я, 5-я, 23-я школа, 31-я, 33-я, Ягленга, Саха-политехнический лицей, Саха-гимназия, 12-я школа, 25-я школа и городская классическая гимназия. И тут основное, это, я считаю, что это подготовка кадров к разработке электронных пособий, ресурсов, онлайн-уроков, разных направлений. Дабы прийти к разнообразию форм обучения, расширению дистанционного обучения и развитию заочной и сетевой форм обучения. За счет проекта в сентябре этого года школами получено оборудование на сумму 2 014 878 рублей. Спецификация включает компьютерное оборудование, программное обеспечение и 2 интерактивных экрана. И управлением образованием в ноябре была поездка командировка в город Омск, и мы сформировали команды из 11 школ, которые будут продвигать цифровую образовательную среду в городе, обучать уже последующие
3 организации. Это Хатарская школа в размере 6 миллионов рублей, проект «Успех каждого ребенка». И Саха-политехнический лицей в размере 5 миллионов рублей. Это проект «Кадры для цифровой экономики». И дворец детского творчества в размере 2,5 миллиона рублей. Это проект «Кадры для цифровой экономики». Какие у нас планы и перспективы? Мы подали заявку на включение в региональный проект «Цифровая образовательная среда». Это в 2020 году 19 школ, а в 2021 году 13 школ. И вот, как я уже говорил, что та команда, которая состоит из 11 школ, должна помочь реализовать эти проекты в дальнейшем. Подана заявка в Министерство образования и науки Республики Саха-Якутия о включении в региональный проект «Современная школа» и центров точки роста для школ, которые участвуют. Как вы знаете, осталось у нас 3 школы, и в 2020 году, в следующем году у нас стоит по заявке Маганская школа, в 2021 школа 12 школа и в 2022 году Хатарская школа. Под проект создания центров цифрового образования IT-клуб координатором является мой заместитель Егор Афанасьевич Ахлопов. На основании является распоряжение главы Республики Саха-Якутия под номером 504 РГ от 5 июля 2019 года о создании центров цифрового образования IT-клуб Республики Саха-Якутия в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда». Начало реализации в городе Якутске это 2020 год. Основное условие это подготовка территории под размещение IT-клуба площадью общей 600 квадратных метров и окружной администрации города Якутска под создание IT-клуба в именно здание по адресу улицы Горького, 98/1. Это не город. Требуется ремонтно-восстановительные работы. Разработана смета на сумму 36 миллионов рублей и 2 миллиона на разработку проектно-сметной документации. Проект позволит усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий, предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной дополненной реальности, цифровых двойников и других технологий в освоении отдельных предметных областей, создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере образования. Коротко у меня все. Спасибо. Переходим к вопросам. Виктор Васильевна, пожалуйста. Уважаемый Алексей Калинич, у меня вопрос как раз по IT-клубу. Вы сказали, что требуется денежные средства на проектность, на стратегию, на ремонтные работы. Вы проект бюджет включили? Проект бюджет у нас достаточно сложно, вы понимаете. И, конечно, мы будем заявляться и в Министерство образования, будем искать, как выйти из этой ситуации. То есть, возможно, по всем остальным, и по IT-клубу, и по точному росту у нас техническое задание, общий стиль, стиль получается, да, был очень нам известен самые очень поздние моменты. Сейчас Ниагара. В общем, нам требуются средства. Эти средства, они могут быть заложены с интеграцией в федеральном бюджете или надо использовать Там условия могут, я так думал, что из республиканских тоже могут быть. Пытаемся работать. Сколько там еще квадратов? Квадратов, они соответствуют, сейчас я точно сказать не
вопросам, да? Альберт Николаевич, Алексей Леонидович, действительно, участие в национальных проектах, оно в первую очередь призвано повысить качество жизни наших горожан. Что касается качества образования, то, конечно же, мы должны говорить о качестве образования. И вот даже те проекты, которые в этом году, те учреждения, которые принимали участие в этих направлениях национального проекта образования, уже мы сегодня видим результат. Вот буквально хочу озвучить, например, Латинская школа, где у них реализован был проект «Точка роста», буквально на прошлой неделе, я думаю, еще в средствах массовой информации, информация только-только, наверное, появилась, Табакинская наша школа средняя вошла в топ-100 лучших школ России. Это буквально вот сообщение, наверное, позавчера поступило, да, Алексей Леонидович? То есть благодаря участию в национальном проекте насколько вот коллектив сплотился, насколько вся школа вот поднялась на совершенно другой уровень. И это здорово. Поэтому очень приветствую участие наших образовательных учреждений в этом национальном проекте, потому что уже видим результат. Но у меня такой вопрос. Вот как бы прямого софинансирования вроде бы не требуется в проекте, но вот даже, например, взять вот эти проекты «Точка роста», обязательно было условие подготовка определенных кабинетов и так далее. И для этого управлению образования пришлось вместе с коллективами школ проводить ремонтные работы, где-то, скажем, находить во всего качестве средства, которые не были предусмотрены, не были заложены, потому что проект он появился только в этом году. И, например, по моим данным, от директоров школ до сих пор в Табакинской школе и в Кулагинской школе не выплачены те средства, которые были использованы на ремонт. Это по Табакинской школе 1 200 000, и Кулагинская около 883 тысячи, вот сейчас озвучил Алексей Климентьевич. Они ведь до сих пор еще не выплачены, да? Вот я думаю, что все, что касается национального проекта, нам в конце года надо будет полностью делать отчет, и если будет, тем более работы все проведены, и уже приняты федеральным центром эти точки роста. Я думаю, что до конца года эти средства, департамент финансов Илья Николаевна здесь находится, я думаю, что надо обязательно их закрывать, потому что иначе, теряется, наверное, вот эта важность национального проекта, если мы муниципалитетом свои небольшие, скажем, расходы не сможем покрывать и перетаскивать еще на следующий год. Поэтому вопрос был связан. Да, мы перемещаем средства, и кроме этого хочу добавить, что нам надо опережающе готовить кадры. Вот сейчас, 12 декабря, планируем обучение большой команды со школ в городе Москва, и требуется командировка моего заместителя. Если дополнить, дело в том, что эти расходы очень нужны. По Хатасову, если вы представили, сколько принимали участие, чтобы найти эти 3,6 миллионов. Все, что касается национальных проектов, нам все, последняя рубашка найти. Главное, чтобы был системный подход все-таки. По Хатасской школе почему прошло? Потому что как-то они незаметно все-таки победили, да? Незаметно для окружной администрации. Табакинская сказали. Нет, Хатасский другой проект. Но тем не менее, мы решили, мы эти деньги нашли. Нет, я вас призываю вас, осталось, там еще одна рубашка надо. Еще, да, рубашка на Тулагина и на табаку. Она даже Еще дешевле, чем сказали, озвучили. И сколько еще? 1 200 000 Табакинская школа и почти 900 миллионов, 900 тысяч Тулагинская. 2 рубашки, да? 2 рубашки, да. Половина дешевле, чем А в чем причина, почему не оплачивается? Причем передвижки, управление образования нашли эти средства. И передвижки запустили, но они вот всего, конечно, пока... Вы не знаете, объяснить, да? Этот вопрос мы рассмотрим. Да, пожалуйста. Я думаю, что это дело чести до конца года закрыть. Если не в этом году, то в следующем году, конечно, лучше. Хорошо, мы точку поставили по национальному проекту об этом. Решение рассмотрим. Красивую точку. Тем более школа пошла в Перемещение делаем, это надо сделать самый короткий срок, все переместить, а потом. Хорошо. Ясно. Да, действительно надо, как говорится,
Депутат Василий Кайнович, пожалуйста. Алексей Ильич, добрый день. По национальному проекту образования у нас в республике получается, если я правильно прочитал, 10 региональных проектов, правильно? Наш город участвует в двух проектах. Это современная школа и цифровое образование. Масло. Да, скажем так. Еще есть IT-клуб. Нет, IT-клуб это не региональный проект, это подпроект. Ну я говорю подпроект. Подпроект. Я говорю сейчас региональный проект. Ага. Ну, куратором проекта является палата на закрытое правительство. Получается, это на правительственном уровне решают, какие вот эти региональные проекты реализовывать в тех или иных муниципальных образованиях, в данном случае в городе. Часть проекта реализуется уже в сельской местности, и часть проекта, ну, конечно, зависит и от нашей готовности, от готовности руководителей наших школ, от наличия средств на софинансирование, ну, от подготовки кадров очень много факторов. Давайте напомним, все-таки еще там, скорее всего, есть требования определенной документации, нужна определенная готовность технической документации или еще какой-то в рамках того, чтобы проект реализовать. Совершенно верно. Там нет такого квотирования, нет квотирования, потому что от готовности проекта. Но, наверное, в том числе хотят распределить максимум там. Ну, короче, да, можно, у вас ваш адрес, кругом, если у вас желание выразить. Есть такие проекты, как, допустим, учитель будущего. Не думаю, что там нужна серьезная такая инфраструктура, да, ну, структурно говоря, да, вернее, ресурсы денежные. Поэтому, может быть, с правительством, да, непосредственно с правительством. А о чем речь идет? Что можно сделать с правительством, получить? Ну, чтобы данный региональный проект реализовывать на территории городского округа. Давайте реализуем. Давайте реализуем. Но тут же Наталья Владимировна сидит, вы ей просто задайте вопросы. Ну, я не могу же через голову так. Я думаю, что здесь нет противников того, чтобы участвовать в чем-то. Просто надо понять функцию. Какая функция? Вы готовы, да? Со стороны Почему я намекала на готовность, да, это очень была предельно аккуратно все это говорила, да, в том числе на вопрос, по которому не были удовлетворены. Но на самом деле сегодня наоборот есть средства, есть показатели, есть документы, есть желание наоборот найти те муниципалитеты, которые готовы и зрелы принять участие, но для этого необходимо желание, заявку, где необходимо документацию. И, к сожалению, наоборот, мы пытаемся, сегодня руководители проектов пытаются на муниципальный уровень выходить и убеждать, что это необходимо, потому что давайте соберем документы, давайте примем участие. Мы-то как раз таки нацелены на не только исполнение показателей, тех, которые нам спустили федеральный центр, но и нашу региональную составляющую. Почему я постоянно об этом говорю? И на эти деньги влияют на самом деле и из бюджета республики, и из муниципального бюджета они могут быть выведены, консолидированы. Поэтому мы наоборот за. Очень хорошо. Ну, как вы знаете, в городе 51 общеобразовательная школа, огромный массив и учителей, и школьников. Может быть, вы к нам просите пройдите тогда на совещание, все это. Потому что дело в том, что нет информации на местах, скажем так. Будьте добры. Да, вот я лично справедливый вопрос задаю, да, если у нас в республике там 10 проектов, еще есть проекты, мы же как столица должны же участвовать, да? А то в двух проектах участвуем. Да, из 10 это, ну, на мой взгляд, это очень скромно, как бы, да? Хотя бы давайте там доведем там, на половину, что ли, там больше половины. Тем более, вот я говорю, что там есть такие проекты, которые не требуют большого финансирования. Скромно, при том, что республика участвует в 10. Это намек на то, что иные муниципальные образования участвуют во всех. Я хочу здесь еще акцент. Да, надо делать место, да. Хатарская школа выиграла, приняла участие в проекте, и никто ее как бы не агитировал, не пинал. Они сами пошли, и другие школы тоже могут так делать. Пока у нас сложная координация. Но мы скоординируем, конечно, и... Да, задача администрации, в первую очередь, управления образования заняться. Хорошо, коллеги, еще вопросы? Вопросов больше нет, да? Правильно понимаю, да? Присаживайтесь, Алексей Данилович. Спасибо за доклад. Слово для доклада предоставляется Домову Валерию Афанасьевичу, начальнику управления дорог и окружной администрации города. Пожалуйста. Добрый день, Алексей Николаевич, уважаемые депутаты, приглашенные. Национальный проект «Безопасные и качественные
В этом году из 3 разных бюджетов было выделено порядка 1,5 миллиарда рублей. Это в начале года. Соглашение было подписано в городе Москва в январе 2019 года. И в 2019 году было принято решение о том, чтобы отремонтировать в городе Якутске 25,8 километров дорог. Цифра 25,8 километров дорог изначально, когда мы ставили себе такую планку, стояла пока недосягаемая. Но при этом, когда мы начали работать, когда мы поставили для себя определенные задачи и цели, и мы начали планово к ней идти, соответственно, это стало реализуемым. На сегодняшний день общая протяженность автомобильных дорог города Якутска составляет порядка 480 километров. Из них в грунтовом исполнении больше половины, 240 с чем-то километров, в грунтовом исполнении. В рамках реализации национального проекта основной задачей стоит до 2024 года приведение в соответствии 85% всех автомобильных дорог. Что это означает? Это означает, что в ближайшие годы, то есть начиная с этого года, мы будем работать не только в центре города, но и на пригородах города Якутска, что и было сделано в этом году. И объем финансирования, он будет, конечно, сохраняться на том уровне, в котором он был в этом году. Если брать отдельно по участкам дорог, их было всего в этом году 19. Это в микрорайоне Мархам отремонтировали 4 улицы. Это улица Школьная, это улица Газовиков, это улица Экспериментальная и это улица Якова Петерса. Все жители микрорайона Марха уже почувствовали положительный эффект от ремонта данных улиц. В частности, были такие добрые слова от жителей улицы Школьной и Газовиков, которые, в принципе, и не думали, что такие ремонтные работы будут проведены на их участках. Следующий участок дороги, это мы считаем этот участок дороги мегапроектом, это капитальный ремонт Хатимграфского шоссе. Невозможно, если сравнивать с предыдущими годами, мы в 2018 году отремонтировали 5,8 километров дорог. В этом году у нас один Хатимграф занял почти 5 километров. И это колоссальные объемы, это колоссальные энергозатраты и ресурсозатраты. По Хатимграфскому шоссе у нас подрядной организацией выступала компания Су-5 ПАО «Дорис», небезызвестная в республике и в городе Якутске компания. Данная компания также работала на таких участках, как улица Пилотов, на участке от улицы Курнатовского до улицы Можайского. И два самых загруженных и проблемных участков города Якутска — это улица Жарницкого, на участке от улицы Строителей до улицы Пирогова, и параллельная улица Петра Алексеева, на участке от Семена Данилова до улицы Пирогова. Мы понимали, что закрытие двух параллельных улиц доставит неудобства для горожан, но при этом мы провели работу с населением путем общественных слушаний через управы строительного округа. Ну и население строительного округа непосредственно 16-го квартала понимало, что если не в этом году, то вопрос может и отложиться на неопределенный срок. И поэтому было принято решение как раз таки отремонтировать 2 улицы параллельно. Сами строительно-монтажные работы заняли порядка 2 месяцев. Ну, соответственно, в течение этих месяцев мы максимально сделали все, чтобы ремонт дорог особо жители не почувствовали. Конечно, мы открывали отремонтированные участки и работали с населением в части подвоза и работы общественного транспорта, возобновления движения маршрутов. Также была проведена работа по прилегающим улицам, в частности, это улица Клары Цеткин, улица Лединского, которая у нас находится в крайне неудовлетворительном состоянии, находились, по крайней мере, в крайне неудовлетворительном состоянии до ремонта работ по улице Жарницкого. И в рамках этих работ, конечно, мы их привели в соответствие. Там были вложены также труд и средства окружной администрации в части грейдирования отсыпки территорий. Ну и жители таких улиц, как Латинского, Цеткин, Салтурина, они также почувствовали положительный эффект. Следующие участки улиц — это 202-203 микрорайон, улицы Суровна, Лана и Ларионова. Вот эти вот улицы, конечно, у нас также являются центром притяжения. Очень много общественности, очень общественного мнения мы послушали в части
движения общественного транспорта, как будет выстроена работа, но при этом мы добились того, что благодаря, конечно, большой работе, которую проделала управа Губинского округа, мы вывезли все гаражи, и мы показали, что, в принципе, в рамках реализации нацпроекта, связанного с дорогами, мы можем решить и локальные проблемы отдельных округов. Допустим, после того, как мы вывезли гаражи, сразу было видно, что там, в принципе, территория позволяет сохранить то количество полос, которое имеется у нас по проспекту Ленина, и, соответственно, мы их сохранили. Сейчас у нас там 4 полосы, и мы понимаем, что застройка 203-го квартала и то, что имеем мы 202-й квартал, выезды с данных территорий, они необходимы, и необходимы именно по широким магистральным улицам. Изначально, да, поэтому мы решили сохранить количество полос до 4. Сейчас жители 203-го микрорайона также почувствовали положительный эффект в части движения общественного транспорта. После того, как мы провели ремонтные работы по улице Ларионова, мы запустили туда в настоящее время 17 маршрутного между горами и решение по маршруту номер 3. Соответственно, это, конечно, будет удобно жителям 203-го микрорайона. Так, следующий объект у нас это переходящий объект с 2018 года. Это улица Бестужева-Марлинского и улица Чайковского. Ну, по ним, по Бестужева-Марлинского у нас, конечно, были и нарекания, и замечания, которые были выявлены в ходе осмотра. По этим замечаниям и нареканиям подрядная организация Альянс 2005, конечно же, отработала. И по улице Чайковского также было очень много нареканий в сторону подрядной организации, в сторону заказчика, но при этом все работы выполнены с соблюдением нормативных требований, но и выполнены они были в срок. Потом следующие объекты, конечно, тоже немаловажные, это ремонт улицы, капитальный ремонт улицы Красильникова, который является разгрузочным узлом всего Покровского тракта и Покровского направления. Это ремонт улицы Автодорожной, продолжение тех работ, которые мы начали в 2016 году в рамках реконструкции улицы Автодорожной. И сейчас Автодорожная пробилась фактически до улицы Воинская. Улица Ивана Орбиты до улицы Хоринская, это улица, примыкающая к улице Автодорожной. Потом у нас в этом году вот жители села Пригородно почувствовали также положительный эффект в части строительства мостового перехода через Шестаковку. Плюс мы построили еще 3 моста, ну и сейчас ведется строительство, заканчивается фактически. Это Морфинка и Северный. Сейчас же ведется работа по строительству подъездных дорог в микрорайоне Северный, там порядка 6 километров в грунтовом исполнении. Это та самая необходимая инфраструктура, которую мы должны подвести в рамках нацпроекта квартал многодетных семей в микрорайоне Северном. Также хотелось бы выразить благодарность депутатскому корпусу, которые сопровождали наш совместный нацпроект. Это Новгородов Сафрон Матвеевич, Павел Степанович, Романов Алексей Игоревич, Солотюк Иван Владимирович, Лебедев Андрей Викторович. Ну и в целом мы понимаем то, что мы поняли то, что когда вошли в нацпроект, что это прежде всего большая ответственность не только наших вышестоящих органов, но и наша личная ответственность в части исполнения нацпроекта. И мы понимаем, что это большой опыт, и для нас этот год стал таким очень важным. И мы, конечно, самооценку себе тоже ставим, потому что в этом году отработали не на отлично и не на хорошо, но удовлетворительно также отработали. И мы, понимая всю сложность наших работ, поставили планы таким образом, что у нас, конечно, остаются переходящие работы. По 11 объектам у нас имеются переходящие работы, в частности, это по Хатынгоревскому шоссе по тротуарам, по улице Красильникова по тротуарам. Конечно, есть такие локальные участки, которые необходимо будет в следующем году привести в соответствие. Сейчас ведется работа по приемке данных работ. В настоящее время приняты 12 объектов. Ну и, соответственно, параллельно ведется работа в системе оперативного управления «Эталон». Система оперативного управления «Эталон» – это разработанная Министерством транспорта программное обеспечение, в рамках которой ведется контроль именно всесторонний контроль в части контрактации, в части ведения журналов, в части ведения
части оплаты, части укладки асфальтобетонного покрытия. То есть, и они должны быть подкреплены соответствующими документами. То есть Министерство транспорта, Федеральное дорожное агентство, Росавтодор, Росдорни в режиме онлайн видят те показатели, которые мы для себя выстроили и по которым мы отчитываемся. В целом, вкратце у меня все. Уважаемые коллеги, вопросы? Пожалуйста, Роман Францевна. Уважаемый Юрий Афанасьевич, спасибо за доклад. В этом году действительно очень огромная работа проведена по национальному проекту. Я лично сама участвовала тоже в обходе двух. Это улица пилотов и марки, сама лично заинтересована, когда Гавайского округа, а Махи у нас граница идет микрорайон Маха. И не только население довольно, но и мобильники довольны, что все-таки сейчас транспортная доступность по микрорайону значительно улучшилась. Конечно же, вот этот год показал, что есть, конечно, и критика была большая, и замечания были, да, и какие-то недостатки. Я надеюсь, в следующем году вы учтете все замечания, все эти недостатки, критику, и в следующем году работа будет налажена еще более лучше, налажена. У меня вопрос такой вот по здравоохранению, возвращаясь, да, вы в курсе, да, Валерий Афанасьевич, по Якутской республиканской клинической больнице было поручение главы по благоустройству, значит, территории республиканской больницы, так называемый медицинский городок. Вот это уже по плану, наверное, на 2020 год, да, вот что-то вы можете сегодня сказать по поручению главы, какая-то работа проведена, есть ли конкретный план? Ну, как ранее, спасибо за вопрос, как ранее было озвучено, то, что данные земельные участки не разграничены, первоначальное мероприятие мы должны для себя определить, это принятие данных земельных участков в муниципальную собственность. Ну и, соответственно, потом принять их как объекты линейного строительства, линейные объекты, то есть как дороги, и, соответственно, потом уже проводить ремонтные работы. В настоящее время проведение работы по нацпроекту невозможно, ввиду того, что данные объекты у нас не сидят как дороги. Но при этом сейчас мы же в рамках исполнения протокольных поручений Министерства транспорта и Алексея Евгеньевича Колодезникова посчитали примерно смертную стоимость, которая обойдется в рамках текущего ремонта, который мы проводим силами муниципальных отделов СГХ. И вся эта информация была направлена в Министерство здравоохранения. Да. Но первоначально, конечно, надо привести всю документацию в порядок. Это должна быть проделана работа совместно с Министерством имущественных отношений, Министерством здравоохранения. Я планы озвучила, какие вообще на следующий год там крупные Москвы, сколько километров, какие дороги на следующий год? У нас, согласно паспорта нацпроекта, в следующем году планируется отремонтировать. Согласно паспорту у нас стоит показатель 22, но мы планируем отремонтировать порядка 24 километров. А с Рудником стоит, конечно, реконструкция окружного шоссе с увеличением до 4 полос. Это будет объект двухгодичный, то есть в следующем году он не завершится. Он завершится в 2021 году. Пожалуйста, депутат Яковлев. Спасибо за такой бодрый, проникновенный доклад. Все понятно. У меня такой вопрос. Выполнение данного национального проекта перекликается с исполнением городского бюджета. И как обстоит дело с оплатой выполненных работ и кто есть расчет с дорожниками? Спасибо за вопрос. Это работа не только заказчика, то есть подрядчик пришел с выполненной формой, мы не обязаны сразу оплачивать. Мы должны все формы, конечно, проверять. Здесь вопрос, конечно, также стоит и подрядным организаторам готовности их работать с нашими требованиями, с учетом того, что там имеется федеральное софинансирование. Мы-то готовы, и у нас имеются средства. Это вот пример, когда, в принципе, есть деньги, мы ждем результата подрядных организаций. Поэтому мы сейчас понимаем, что нацпроект это не только работа с подрядными организациями, но и в целом
работа заказчика. Сейчас помогаем нашим подрядным организациям правильно заполнять акты, правильно работать в документацию, чтобы все шло гладко. Поэтому мы планируем, что все выделенные денежные средства в этом году будут освоены. Давайте дополним цифры. Значит, 1,43 колонии 978 миллионов план выполнения на сегодняшний день, из них оплачено 978 выполнено, оплачено 902. А остальные объемы до конца года поднимаются не на проект. Депутат Новгородов Сафрон Андреевич. Еще добрый день. На самом деле хотелось отметить хорошую работу Валерия Афанасьевича, управления РФ. На самом деле в очень непростых условиях смогли условно справиться с таким объемом. Но тем не менее вопрос, Валерий Афанасьевич, на встрече с депутатами как раз Единой России вы отметили слабую работу проектных организаций. Сможете, пожалуйста, более подробно развернуто рассказать на этот момент? В принципе, если говорить секрету, что проектные организации у нас, не все проектные организации у нас такие более компетентные, то есть при разработке проектно-сценной документации фактически редко выезжают на объекты, соответственно, мы получаем то, что у нас имеется разница между проектом и реальностью. Такие примеры у нас есть, такие примеры у нас были, и Максим Макарович озвучивал то, что такие проблемы имеются. И мы понимаем, что в рамках реализации нацпроекта мы не должны... Он наоборот сказал, что нет проблем. Я говорю то, что озвучил внимание на проектных организаций. Но я говорю, в рамках реализации национального проекта мы в том числе и должны решить эту проблему. Потому что это возможность не только для дорожников, но и для проектных организаций. Спасибо. Дополню, значит, смотрите, проблема какая. Кто говорит, вы поднимайте руку, пожалуйста, видимо, я вас не вижу просто. Понять не могу, кто говорит. Да, заместитель главы Григорий. Дополню, Валерий, значит, по проектно-сметной документации претензии у нас были в плане выполнения ПСД само не на основании исполнительных съемок, а на основании выписи по съемок. Значит, исходя из этого не бились точки отметки. Раз. Второе, значит, по корректировке ПСД, которые есть по результатам прохождения экспертизы, очень долго реагировали, поэтому по существующим в этом году проектным организациям, которые участвовали в разработке ПСД, у нас будет вестись плановая претензионная работа. Я думаю, парочку из них можно будет вогнать даже в список недобросовестных. Черный список, который позволяет полностью контракт. Спасибо. Я удовлетворен ответом. На самом деле, на первый вопрос можно ответить таким образом. Спасибо. Депутат Дмитриев Владислав Николаевич. Добрый день, коллеги. Валерий Иванович, у меня простой вопрос. Вы в своем докладе озвучивали, что 11 объектов будут передалищными объектами. Но у меня вопрос от Сатана Владимировна. Но, к сожалению, вы не озвучивали депрессивные объекты. Сатана Владимировна при встрече с депутатами сказала, что не будут приниматься работы, да, в том числе это перекресток в сторону Лугана и Аварова. Они то ли прошли лабораторию, или испытания. Вопрос, вот этот объект входит или так и будет оставить? Что окончательно развить все сомнения, перечислив все 11 объектов, агломерация шоссе, огороженная Красильникова, Пилотов, Жарницкого, Травицы, Газовиков, Школьная, Ларионова, Бестужного, Арминского и улицы Чайковского. По всем этим объектам у нас, конечно, разные виды работ. Где-то сложнее, где-то полегче. Допустим, взять Газовиков, там у нас наращивание молоков. А если взять Котлюровский шоссе, там объем финансирования намного больше. Если взять вообще непосредственно важный вопрос именно в части стороны Ларионова, после того, как Общенародный фонд провел работу по независимым лабораториям, и также с участием ОНФ, подрядных организаций, независимых дорожных лабораторий, также провели испытания, которые, в принципе, показали, что те замечания, которые выявлены, они не критичны. Сейчас мы провели технический совет в рамках данного технического совета, в котором участвовали в том числе и научный состав дорожного факультета,
Северо-Восточного федерального университета, ИКУТ не есть наш сертифицированная дорожная лаборатория. В принципе, пришли к тому, что эти замечания не критичны. Да, совершенно верно. Депутат Романов Алексей Юрьевич, пожалуйста. Я хотел бы поблагодарить вас, ваших коллег и верующих носителей Григория Николаевича, поскольку я вас слышу, знаю, с какими трудностями он сталкивался на бессонной ночи, ежедневно наблюдал выезды. И хотелось бы, как председатель нашей комиссии, хотел бы, чтобы все те замечания и нарекания, которые были со стороны нашей комиссии, были устранены, и большая надежда на то, что все формы будут подписаны, документация сдана, подрядчики не будут. Спасибо вам большое за работу. И также в дальнейшем с вами тесно сотрудничать. Спасибо. Сейчас у вас вопросы. Да, пожалуйста. Я извиняюсь, что использую эту площадку, и, коллеги, не думайте, что я эти вопросы не задавала. Я, конечно, извиняюсь, но Валерий Афанасьевич, и, наверное, может быть, Максим Макарович, все-таки, поскольку сегодня показатели по городу Иркутску у нас до сих пор стоят в зоне риска в части оплаты, поскольку показатели будут исполнены только в том случае, естественно, если мы все оплатим и все правильно пройдет, так все-таки можете ли вы ответить на вопрос, будет ли произведена оплата, потому что уже в декабре месяце мы должны это понимать в любом случае. И можем ли мы рассчитывать на то, что этот показатель будет исполнен? Обязательно. Первый показатель, который нам поставил нацпроект по протяженности выполнили, второй показатель по устранению места концентрации дорожно-транспортных происшествий, который в городе 12 мы также выполнили. И третий показатель по финансовой части, конечно, мы выполним. Может быть, у меня будет скорее реклама после Валерия Афанасьевича. Вот у нас из-за требований проекта, протяженность дорог невозможно реализовать более капиталоемкие работы, присущие капремонту, реконструкции. То есть имеется в виду, что там же основной показатель это протяженность дорог, Если мы делаем 4 полосы, это считается как одна полоса, километраж один и тот же, Да. Вот в этом плане там какая-то работа ведется или вами, или вами в плане как-то подойти более, так скажем, рационально, что ли. На самом деле же протяженность дорог же увеличивается в 2 раза. Да, спасибо за вопрос. Но мы в данном направлении ведем работу сейчас с федеральным автономным учреждением Росгорнии, которое находится в городе Москва, в части именно толкования видов работ. Допустим, у нас в следующем году запланирован порядка 13 километров по ремонту. Но фактически, начиная с 2017 года, тот капитальный ремонт, который у нас есть голова, он фактически является ремонтом. И все остальные субъекты сейчас применяют именно ремонт в части приведения в соответствие. И за счет этого они достаточно большие средства экономят. И мы понимаем, что у нас есть мегапроекты, такие как проспект Ленина, окружное шоссе, и они должны быть. Но при этом сейчас, если окончательное толкование будет, мы будем понимать, с чем мы имеем дело. То есть, если мы идем текущим ремонтом с отдельными видами работы, такие как устройство тротуара, то, соответственно, это экономит наши деньги. То есть вы работу в этом направлении видите? Да. Хорошо. Вопросы у нас еще есть? Вопросов нет. Выступление. Спасибо, Валерий Афанасьевич. Присаживайтесь.